Ледоход на реках Якутии. Какова оперативная обстановка к этому часу? Пожароопасный сезон на подходе. Инспекторы Минэкологии сообщили, в каких специально отведенных местах можно отдыхать жителям города Якутска. За сутки в домашних условиях изготовить стеклянную плитку. С какими сложностями столкнулся юный айхайский исследователь. В эфире новости в прямом эфире. В студии Ольга Башук. Здравствуйте. Ситуация на реках Якутии по-прежнему стабильная. По данным пресс-службы МЧС Республики, на этот час в поселке Витим наблюдается средний ледоход и навалы льда. Нижняя кромка Лены находится в 80 километрах выше Ленска. В поселке Пеледуй ледоход редкий. Уровень воды 472 сантиметра, при критическом 1200. По реке Нюя в селе Беченча уровень воды 533 сантиметра. Средний ледоход. Редкий ледоход также наблюдается в селе Орто-Нахара. Что касается обстановки на реке Амге, там уровень воды составляет 645 сантиметров, при критическом 925. Подъем уровня за 12 часов составляет 15 сантиметров. Наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка льда наблюдается у поселкового пункта Тегютях. Нижняя кромка у поселка Мындагай Чурапчинского улуса. В селах и в районном центре развернуты пункты временного размещения. Проведены работы по отгону скота в безопасные места. За прошедшие сутки он продвинулся порядка на 160 километров. И с 6 утра у населенного пункта Мындагай наблюдается средний, с 8 часов уже густой ледоход. В целом уровни воды, ледоход точнее, проходит на низких уровнях. Отмечается, лед был подготовлен. И скорость очень высокая, местами уже она проходила как бы местным ледоходом. В связи с этим ожидается, что если так пойдет, то в ближайшие сутки ледоход начнется уже на территории Татинского района. А на реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается в 40 километрах выше города Томот. В пределах Усмайского района в ближайшие сутки там ожидается подвижки льда. 10 мая на трое суток раньше нормы осуществилось вскрытие реки Майи у гидропоста Усть-Юдома и на речке Учур гидропоста Чульбю. Уровни воды при вскрытии ниже нормы. На всем протяжении реки Вилюй продолжается повышение уровней воды. На участке Сунтар-Нюрба наблюдается подвижки льда и разводья. С 11 по 14 мая ожидается вскрытие реки Вилюй на участке Сунтар-Верхневилюйск, что на 4-5 суток раньше нормы. На реках Яна и Индигирка и их притоках отмечается незначительный рост уровней воды. На Колыме ледоход наблюдается на территории Магаданской области. 16-17 мая ожидается вскрытие реки у поселка Зырянка, что на 4-5 суток раньше нормы. На смену весеннему половодью придет новый сезон стихийной готовности – пожароопасный. По предварительным данным, он начнется 15 мая. Также в связи с началом сезона охоты по всей республике активно ведется патрулирование лесов. Отметим, в прошлом году пожароопасный сезон начался уже 2 мая. И за этот период были зарегистрированы от 12 до 15 лесных пожаров по вине человека, по данным представителей МЧС. А инспекторы Минэкологии сообщили, отдых на природе разрешен на специально отведенных местах. 20 и 25 километр Покровского тракта, 21 километр Намского тракта, также в местности Усхатын. На граждан штраф от 2 до 3 тысяч, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч, на индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица от 20 до 30 тысяч и на юридических лиц от 150 до 200 тысяч. Это если они нарушают правила пожарной безопасности. Если по городу Якутску будет объявлен особый противопожарный режим, тогда вот эти штрафы удваиваются. На граждан от 2 до 4 тысяч, на должностных от 15 до 30 тысяч, на индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица от 30 до 40 тысяч и на юридических лиц от 200 до 400 тысяч. Российские энергетики готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии. Пилотные проекты стартуют уже с июля этого года и будут проводиться до конца 2020 года. Экономить мелким и средним потребителям предлагается за счет снижения своего потребления в определенные часы. Так, днем потребляется больше электроэнергии, чем ночью. Еще есть утренние и вечерние пики потребления, когда все собираются на работу и приходят домой после работы, включая много электроприборов. Чтобы обеспечить электроэнергию в такие пиковые часы,
часы включаются электростанции, которые могут простаивать ночью. Если пиковое использование будет расти, потребуется строить новые станции, за которые нужно будет платить непосредственно потребителям. Поэтому они могут включать электрооборудование раньше или позже, снижая максимальные пики. В Госдуму внесли проект об учете мнения педагогов при выборе школами учебников. Как отмечают разработчики, на практике школы сами определяют список учебников, а педагоги потом выбирают из него пособия. Из-за этого в школьных библиотеках накапливается невостребованная учебная литература. По мнению авторов, законопроект позволит уменьшить неоправданные расходы бюджетных средств и сократить федеральный перечень учебников. Отмечу, в конце 2018 года их было 1377 наименований. В эти выходные медучреждения столицы республики продолжают работать по дежурному расписанию. До 12 мая с 9 до 15 часов дня можно будет попасть на прием участковых врачей-терапевтов, педиатров, врачей общей практики, в том числе вызвать врача на дом. Также работает прием дежурных врачей-стоматологов в Якутском специализированном стоматологическом центре. Сегодня, 11 мая, можно будет попасть на прием врачей-специалистов, врачебных комиссий, женских консультаций, диагностических служб и клинико-диагностических лабораторий. Работа процедурных и перевязочных кабинетов обеспечена в соответствии с графиком работы медицинской организации. За сутки в домашних условиях изготовить стеклянную плитку. Юный айхальский исследователь вместе с научным руководителем вспоминают, как работали над проектом. С какими сложностями они столкнулись в следующем материале. Юный исследователь Максим Репинский вместе с научным руководителем Верой Трофимовой вспоминают, как работали над проектом, как за сутки в домашних условиях изготовили стеклянную плитку и с какими сложностями столкнулись, когда работали над проектом. Мы берем, например, у жителей или просто со свалок забираем все стекло. Его мы измельчаем и просто потом в специальных формочках мы это стекло добавляем и заливаем специальным веществом, и что потом при высыхании получается как раз плитка, которую можно спокойно продавать. Проект по изготовлению стеклянной плитки защитили на школьном, районном и республиканском этапах конференции «Шаг в будущее». Максиму рекомендовали представить свой проект на Российской научно-практической конференции «Шаг в будущее». В марте этого года конференция прошла в Москве. Максим предложил идею переработки стекла. По результатам защиты юного исследователя пригласили на курс обучения научной школы в городе Гагра. Мы представляли его на муниципальном этапе, где Максим ездил в город Мирный и там стал лауреатом. Потом нас представили на республиканский конкурс, где мы вместе с ним были в городе Якутске. И там тоже он стал лауреатом в секции экономические науки. Воспользоваться ли приглашением и пройти ли обучение в научной школе Максим еще не решил. Однако полученный опыт на научной конференции, несомненно, поможет в дальнейшей работе. Максим для себя отметил много интересных проектов. Есть планы и на будущее. В будущем, возможно, что-то можно будет придумать, может и будет даже патент этого проекта, но на данный момент это просто пока развитие, и сейчас идет пока развитие этой темы. Максиму Репинскому всего 15 лет, однако он уже внес свой вклад в науку. Юноша доказал, что переработка мусора – это не только защита экологии, но и перспективный бизнес. Альбина Шарафеддинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». А в Хангаласском Улусе открыли зал боевой и трудовой славы первого мальджагарского наследия. Зал оснащен мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи. На открытии присутствовала Виолетта Засимова. В 2018 году местная некоммерческая организация «Фонд развития первого мальджигарского наследия» стала победителем конкурса от Фонда президентских грантов с проектом «Патриотическое воспитание подрастающего поколения на историческом наследии Великой Отечественной войны». Размер гранта составил около $500 000 рублей. Всего на первый конкурс президентских грантов 2018 года было представлено 9175 проектов из всех 85 регионов нашей страны. Из них поддержку получил 1551 проект, в том числе проект нашего фонда. На средства гранта были закуплены оборудование и материалы для оснащения зала боевой и трудовой славы наследия, где теперь увековечены имена, фотографии, биографии ветеранов войны, тыла, труда, почетных жителей наследия и многих других. Сбор материалов о выдающихся земляках был начат еще в 25-ю годовщину Великой Победы и продолжается до сих пор.
Все, что вы видите, это собрано не только нами, а потом уже пополнялось и наследниками ветеранов, это боевыми товарищами, дальше жителями всего нашего наследия. Помимо стендов, в зале представлены витрины с личными вещами фронтовиков, групповые фотокарточки, письма, медали, документы и так далее. Не обошлось и без современных технологий в виде мультимедийного оборудования, куда в скором времени в электронном виде загрузят весь собранный материал. Мы приветствуем это, потому что это не бумага, не фото, которые со временем стареет, да? Это все останется из поколения в поколение. Это на века. Из Мальжигарского первого наследия Орджоникидзевского района ушли на фронт защищать родину 299 мужчин и 1 женщина. 2 студентки оказались в блокадном Ленинграде. Из них погибли на полях сражений 127 человек, отдав свои жизни во имя мира на земле. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В Якутск приехал народный артист России, ректор знаменитого Московского театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев. Сегодня он выступит в Русском театре с литературно-музыкальной постановкой «Метель». Но это не единственная цель приезда мэтра. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. В труппе Русского театра трудится около 40 артистов. Сегодня руководство театра говорит о необходимости омоложения квалифицированными кадрами. Средний возраст – это 30-35 лет. Соответственно, нужны нам молодые уже ребята. И как раз сейчас самое время, когда мы об этом и решили позаботиться и подготовить новых актеров, актрис. Я думаю, что это будет очень своевременное дополнение для театра. Соответственно, новые возможности, новые какие-то перспективы. Готовность помочь в этом выразил ректор знаменитого Московского театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев. По его словам, конкурс на одно место в институте около 200 человек, а платное обучение стоит 470 тысяч в год. Но для якутян в 2020 году хотят организовать так называемый особый набор. Для них выделят несколько бюджетных мест. Предложил такой проект сделать, такой особенный набор. Это когда жители, местные жители Якутска, те, которые хотят посвятить себя актерской профессии, они проявят себя, заявятся о том, что они хотят учиться. И мы, театральный институт, приедем сюда и из тех претендентов отберем, человек 5. Для подготовки абитуриентов с нового сезона с сентября при Русском театре откроется студия. Занятия в ней будут бесплатные. Учиться смогут как ученики выпускных классов, так и студенты и взрослые. Из них в будущем и будет проводиться отбор. Юрий Осипов, Джилсталь Иннокентьев, Якутск. На этом у меня пока вся информация. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.